Мухаммади Рахматулло, проповедник, в прошлом считавшийся одним из лидеров религиозного течения салафия в Таджикистане, приговорен судом района Исмаили-Самани города Душанбе к 8 годам колонии по статье 307 УК РТ. Об этом со ссылкой на брата проповедника Юсуфа Мухаррамова сообщает радио Азади 23 марта. «Я участвовал на 2 заседаниях суда. Присутствовал и при вынесении приговора. В зале суда было очень много людей. За что приговорили брата, я так и не понял. Вместе с ним были осуждены еще 10-12 человек. Им дали от 7 до 10 лет колонии. Лучше спросите у его супруги, она участвовала во всех заседаниях суда», рассказывает брат осужденного. А ранее, в 2016 году, Мухаммади Рахматулло уже был приговорен к 8 годам заключения по обвинению в организации экстремистского сообщества, однако досрочно вышел на свободу в конце лета 2021 года по амнистии. 2 ноября проповедник был приглашен на беседу в ГКНБ. Спустя некоторое время сотрудники ГКНБ позвонили сыну Мухаммади Рахматулло и сообщили, что его отец задержан. Причиной задержания, по словам силовиков, послужил некий разговор проповедника на религиозную тему. Следует напомнить, что в 2006-2007 годах режим Рахмона активно использовал представителей течения салафия при принятии летом 2007 года закона об упорядочении национальных традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан, предоставляя им также эфирное время на таджикском телевидении. Эксперты считают, что этот закон в первую очередь был направлен на предотвращение исламского бума в стране, так как в период с 2005 по 2007 год преимущественно большая часть населения Таджикистана проводила все обряды и торжества по исламским предписаниям.